Среднем Поволжье, а именно что это наследие вот Волжской Булгарии, Казанского ханства. Но претендовать вот на это общее, так скажем, золотоордынское наследие у них никакого, так скажем, никакой легитимности не будет. То есть она исчезнет. Вообще, когда вы, вот, Бек, тоже сидите в разных вот у нас интернет-сообществах, да, группах и так далее. Иногда вот, например, в тех же группах, вот, где у нас, допустим, некоторые присутствуют участники из старшего поколения, иногда вот бывают такие рубки, так скажем, да, по поводу вот того, кому принадлежит нагайское наследие. Особенно вот большой шум, ну не шум, а резонанс определенный. Сейчас он, кстати, улягся уже, да, проделала книга Ноғайлы, если, как она называлась? Ноғайлы. Белый сокол Золотой Орды, да, по-моему, назывался Ноғайлы. Вот. Да. Это уже, так скажем, заход с другой стороны. Хотя там реверансы были сделаны автором и в сторону Казани, и в сторону Республики Казахстан. Вот, помню, в одном из таких споров, ну, с аксакалами, ну, так скажем, не из научной среды, а вот из обывательской, да, из простого народа, так скажем. Одни эту идею поддерживают, то есть когда они говорят, что да, надо свою историю отстаивать, да, ее никому не отдавать, а другие говорят, ну, зачем такие споры, если вам надо, там, вон, выйдите там на улицу, да, поспорьте, мол. А здесь эфир, мол, не засорейте. Так, выражаясь, значит, терминологией, значит, журналистов и так далее. Но я хочу вам сказать следующее. Дело в том, что история, она является одним из приоритетов управления. Вообще существует в современной вот, теории управления, да, концепции управления, существует 6 приоритетов. Война стоит на последнем месте, на 6-м. То есть, когда у тебя 5 инструментов, так скажем, эффекта не дали, значит, остается только вот грубое вот такое насилие, агрессия. На 5-м месте идет это геноцид, причем геноцид не только физический, но и духовный, культурологический, да. Потом идет 4-е место, это экономические приоритеты, на 3-м это фактологический приоритет. Так вот, история стоит на 2-м месте. На 2-м месте. На 1-м это мировоззренческий, так называемый, значит, приоритет, это методология, философия. Так вот, история на 2-м месте. То есть с народом, если у народа поменять историю, там, забрать ту историю, которая она реально у него была, да, и подменить ее там на более такую искаженную, да, оболганную и так далее, то народ теряет свои ориентиры. Понимаете? Раньше же говорили, что человек, который забыл свою историю, подобен дереву без корней. А теперь представьте, что собой представляет народ, у которого эту историю либо полностью изменили, либо исказили. Причины по тем, которые вот, пытаются исказить историю извне нашего народа, это понятно, да? Это попытка, опять-таки, через наше наследие общенагайское, да, нагайское, а на него могут претендовать только нагайцы различных вот групп, которые проживают на территории Российской Федерации, в частности, да, ну и за рубежом. Но вот именно нагайцы, кто себя называет нагайцем. Это понятно. Это они, да, они являются хозяевами этой истории. Но почему нужно это наследие? Потому что у нас в прошлом было довольно, ну, прошлое было у нас довольно героическое, да. И нагайцы же, они были не только воинами, они были администраторами, грамотными. В частности, если брать самых
тех же самых киргизов, тех же самых, значит, ту же самую Среднюю Азию, Бухару и так далее, там до сих пор помнят, что правящая элита у них в основном была ногайского происхождения. Таких ну, отголосков является происхождение героя киргизского народа Манаса, да? Он происходит из рода Ногой. И таких примеров масса. И пытаясь вот это самое наследие себе подтянуть, что со стороны Казани, что со стороны Республики Казахстан, конечно, опять-таки это вот такая попытка через это вот звено подтянуть на себя все наследие Золотой Орды. Без нас эта схема не строится. Поэтому в Казахстане был придуман вот этот термин «ноғайлы». Кстати, нигде, в никаких источниках он не встречается. Это фольклорный термин, который используется в фольклоре, пусть казахского народа, но он внешний. Казахи себя никогда ноғайми не называли. Вот это внешний, это другой народ, внешний, понимаете? Вот. Это внешний термин. Вот. Но не всегда понятно, почему это нужно вот эту концепцию, вот эту точку представителям самого, ну, тем людям, которые являются как бы представителями самого ногайского этноса. Для чего? Понимаете? Иногда данная ситуация мне напоминает библейский сюжет, связанный, в частности, помните, библейский сюжет, связанный с Исавом и Исаком, когда Исав за тарелку чечевичной похлебки попал в ворот. Вспоминает вот этот библейский миф, понимаете? Когда свое вот это наследие отдать кому-то. У нас ничего пока на данный момент, кроме вот этого наследия, нет. И разбрасываться им, это кому-то отдавать, это слишком шикарно на данный момент. Понимаете? Это наследие всего народа. И отдельным индивидуумам, личностям, отдельным людям раздавать это все нету никакого права. Никто ему этого права не давал.